Доброго хоккейного вечера, Республика. Башкирская хоккейная лига начинает насыщенный хоккейный вечер. Сразу 3 увлекательные встречи мы с вами посмотрим на уютной малой арене. Уфа. Арена УФСИН против Уралец. Встреча достойная большого внимания. Команда прекрасно знает друг друга с прошлого сезона и в этом же сезоне, получив богатый опыт прошлого года, возглавляет турнирную таблицу. УФСИН, одна из самых забивающих команд чемпионата, принимает Уралец. Понятное дело, что все эти формулировки условные, кто хозяин, кто гость, но тем не менее эти формальности команды соблюдают, и УФСИН сегодня в черно-синих цветах, как и подобает хозяину. Темная расцветка форм у этого замечательного коллектива, а вот Уралец примеряет на себя гостевые цвета белого цвета. УФСИН по итогам 3-й игровой недели занимал 2-е место, 2-я результативность у этого коллектива, и эту результативность УФСИН хочет продемонстрировать с первых секунд. Уже 3 броска по воротам было нанесено, и грядет 4-я атака, напористая атака, раскатывающая, растягивающая оборонные ряды уральца, и тычок в сторону ворот очередной был, еще один наброс на ворота, и Хасанов Алмаз, основной голкипер уральца, постоянно в игре. Скучно ему сегодня точно не будет, и уже он в поте лица защищает ворота, и благодаря ему Уралец еще не пропустил. Ну, то ли еще будет. И давайте познакомимся с составами играющих команд. Коли УФСИН уже столько моментов создал, значит, с главными действующими лицами мы просто обязаны познакомиться. Поехали! УФСИН. 35-й Рассказов Илья, вратарь команды. 7-й Репш Игорь. 10-й Кочетков Андрей. 13-й Столовин Евгений. 19-й Князев Андрей. Внимание, еще один бросок по воротам, еще бросок по воротам, и выводит Долбань Григорий шайбу в зону соперника, но ненадолго, потому что выходит из ворот Рассказов и тут же отдает ее партнеру, чтобы давление ни на секунду не прекращалось. И Долбань вновь старается вывести шайбу в зону соперника, но перехватывают ее хоккеисты УФСИН в нейтральной зоне. Да и то сложно назвать это явление перехватом. Они просто ее приняли без какого-либо давления и продолжили наращивать давление. Внимание, сольный проход в зону уральца, и Курбанов, один из главных атакующих хоккеистов команды, возглавляет очередную атаку, уходит за ворота Ведерников, еще бросок по воротам, ворота сдвинуты, игра остановлена. А значит, продолжаем знакомиться с составами играющих команд. 22-й Новохадский Артем, 23-й Валеев Азамат, 24-й Горбунов Андрей, 27-й Емилов Раиль, 33-й Горбунов Артем, 41-й Курбанов Григорий, 43-й Муфтахуддинов Антон, 55-й Малиевский Александр, 78-й Ганищев Игорь, 86-й Ведерников Сергей, 88-й Мавлеткулов Нур и 91-й номер Тагиров Азат. Главный тренер команды УФСИН Володин Павел Игоревич. Внимание, еще бросок по воротам верхом в район дальней девятки, но даже не шелохнулся Хасанов, точнее, на всякий случай отставил он клюшку в сторону. Шайба прошла рядом с дальней крестовиной. Внимание, очередной заход на ворота уральца, поджидает Муфтахуддинов шайбу на синей линии, доходит она, и по борду он ее отправляет вперед, но кроме Матрёнина, Антона, уральца на дальнем борте никого не было. К слову, об уральце. 1-й номер Хасанов Алмаз, 11-й номер Ахунов Рустем. Хасанов — это 1-й номер, он голкипер команды, и именно он начал встречу у уральца. Внимание, а вот и первая атака уральца, еще бросок по воротам, и 2. Первая атака не становится голевой, еще один бросок и подставление. Вот теперь Рассказов демонстрирует свои великолепные
вратарские умения, а вот это опасно. Тагиров устремляет своих 1-0, он может решить абсолютно все, но такого чудесника воротах так просто не переиграть и вскрывать его ворота нужно только командными путями, и УФСИН открывает счет уже на 6-й минуте. И как жаль сейчас Хасанова, сумел он выстоять в дуэли, сумел он остановить скоростного нападающего Тагирова Азата, но защитники у уральца не поспели за этим моментом. И Андрей Горбунов добил шайбу уже незащищенные ворота. 1-0. УФСИН открывает счет. Давайте будем честны. Эта шайба напрашивалась, и она зашла за ворота. А вот и первая атака уральца в зоне оппонента, и не увенчается она успехами. Внимание, теперь вновь необходимо возвращаться назад. Еще один плотный бросок по воротам, и вновь на месте Хасанов Алмаз, и синюю линию не сумел закрыть Малиевский Александр. И вместе с Князевым начинают они все с чистого листа. Внимание, финт второй, ушел от двоих, оставил партнеру, и бросок вновь по воротам. Верхом и над перекладиной просвистывает шайба. Внимание, шайба мечется на пятаке и выбрасывает ее очередной раз уральц. Так вот, продолжит знакомиться с уральцем. Второй номер Ахмадулин Евгений, пятый Мусабиров Рустем, 6-й Краснова Юлия, 17-й 7-й номер Мельников Александр, 8-й Меркулов Александр, 10-й Иванов Сергей, 12-й Долбин Григорий, 13-й Назаров Денис, 17-й Киль Мухаметов Хабир, 18-й Гулов Камиль, 19-й Астафьев Евгений, 21-й Газизов Альберт, 24-й Ахунов Камиль, 29-й Матрёнин Антон, 31-й номер Трейер Илья, 41-й номер Юль Гильдин Аглям, 55-й Тарасов Андрей, 68-й Джиганенко Илья, 78-й Максимов Дмитрий. Внимание, продолжается атака УФСИН. 78-й Максимов Дмитрий, 79-й Ганулин Айнур, 85-й Сафин Ильдар, 97-й Косарев Алексей и 99-й номер Полянский Степан. Со всеми действующими лицами познакомились. Для вас на этой встрече также работает творческая бригада в лицах Анатолия Зотова, Татьяна Зотова и комментатора Ильи Антипина. И вот, к слову, появляется на льду у ХК Уральц Краснова Юлия. В этом сезоне это первое появление девушки на льду. В прошлом сезоне такого явления не было. И всегда интересно, когда хоккеистки выступают вместе с хоккеистами на льду. Ну, видно, что это звено не так много времени проводит на площадке. Внимание, бросок поворотами, и в очередной раз Хасанов Алмаз вытаскивает шайбу из дальней девятки, но это еще не конец. УФСИН продолжает свое наступление, которое уже прилично так затягивается и очень много проводит времени с шайбой УФСИН. И пока только Хасанов оставляет уралец в игре. Еще один бросок по воротам, череда рикошетов на пятаке, но не смущает она ни Хасанова, ни других обороняющихся хоккеистов. Уральцы пока держатся. Уралец, по-другому назвать пока это нельзя. Чисто вторым номером действуют хоккеисты в белых цветах. Внимание, а УФСИН продолжает давить еще раз. Давить, потому что все они хотят решить в самое ближайшее время. И даже в контратаку не стремляется уральцы. Астафьев Евгений, получив шайбу в центральном круге, просто отбросил шайбу куда подальше. Даже не стал он поджидать
партнеров, а просто выбросил. Он сейчас получится. Юльгильдин с шайбой, внимание, кистевой бросок. И вот она, игра вторым номером. Вот оно, индивидуальное мастерство, которое решает. И Юльгильдин сравнивает счет в матче потрясающим кистевым броском. И Илья Рассказов показывает всем видом: друзья, я шайбу-то не вижу толком. Почему вы ее не принимаете на себя? Если не принимаете шайбу или не готовы это сделать, так отойдите, пожалуйста, не мешайте. Не, именно поэтому, возможно, Илья и не сумел справиться с опаснейшим броском. И вот 1-1. И уралец на крыльях успеха продолжает нестись вперед. 3-2 может получиться выход. Внимание, бросок с кисти Ахунов это был. И вот чудеса хоккея. Вот как может все решить один эпизод. Внимание, еще один кистевой бросок. И на месте Хасанов. Оно и не удивительно. С такими бросками Хасанов стреляется на раз-два, а наносил выстрел Новохадский Артем. Грязное время башкирской хоккейной лиги. Поэтому, когда вбрасывание, время здесь не останавливается, и поэтому хоккеисты торопятся, спешат со сменами, не растягивают они это удовольствие и, быстро сменившись, тут же устремляется на вбрасывание. Попов принимает бросок, и, внимание, гол! 2-1! 2-1! Буквально из ничего рождается вторая шайба у ФСИНа. И такое бывает, когда бьешь, и вот она шайба. Заходит в ворота в ближний угол, и теперь уже Хасанов может сетовать на то, что не видел он момента броска. Но и будем честны, уралец тоже не лучшим образом отыграл в защите. Не сумели принять они очередной бросок на себя. И, внимание, еще один выстрел в ближнюю девятку. На сей раз Ганищев бил. И Сергей Ведерников выводит команду вперед. 5 минут остается до конца первого периода. Развеселый хоккей у нас получается. Но вообще в башкирской хоккейной лиге редко когда встречи заканчиваются без изобилия заброшенных шайб. И, внимание, вновь Хасанов творит чудеса. В одиночку он справляется со всеми и вся. Внимание, еще один бросок поворотом от Столовина Евгения. И вновь Хасанов на высоте. Более того, обратите внимание, правый хват у первого номера уральцев в хоккее — это редкое явление, когда голкиперы обладают именно таким хватом. Несколько лет назад, внимание, еще один бросок поворотом, рикошета. Несколько лет назад всего 5% вратарей в НХЛ использовали правый хват, а остальные голкиперы, как Рассказов, играли под левую руку. Но это и преимущество для праворуких вратарей, потому что большинство хоккеистов левши. В КХЛ, в НХЛ, в МХЛ, в БХЛ. Внимание, еще бросок поворотом, и вновь на месте Хасанов. Алмаз. Так вот, большинство бросков идут как раз-таки под левую руку голкипера, где есть клюшка у Хасана. И поэтому ему легче справляться с бросками. Внимание, еще один бросок поворота. И вновь ничегошеньки не видит Алмаз перед собой, потому что перед ним вырос Столовин, который перекрывал весь обзор. И, внимание, вновь шайба Юльгильдин, но, возможно, еще одно чудо понадобится от Агляма. Вновь понадобится его сольный проход по центру с кистевым броском, но у Агляма потрясающее индивидуальное мастерство, поэтому оно как раз-таки в большинстве матчей и делает разницу. А сделает ли разницу Емелов? Конечно, сделает! Конечно, он ее сделает. Улучшил позицию, сместился в центр и тоже с кистей без размаха
пробил и вогнал третью шайбу в ворота Хасанова. Да, в защите нужно дела налаживать уральцу, потому что если в первый раз номинальным гостям удалось быстро отквитать шайбу, то теперь необходимо 2 шайбы отыгрывать здесь. И сейчас Кочетков да, Раиль Емилов забросил третью шайбу для УФСИН. И, к слову, нет в БХЛ больших перерывов. Команды меняются воротами и продолжают встречу. Поэтому не будет большого перерыва у уральцев, чтобы сделать работу над ошибками и хоть как-то в перерыве поработать над стилем игры, потому что если уральц рассчитывает на очки в этом противостоянии, а уральц рассчитывает на них, потому что это команда, которая на данный момент является действующим чемпионом башкирской хоккейной лиги. Помним мы золотой плей-офф команды в белых цветах и помним фееричный финал в ее исполнении и золотые медали и награду лучшему вратарю Алмазу Хасанову. Уральцу удалось костяк команды создать, и, возможно, ровно так же, как и в прошлом сезоне, дружина вкатывается в чемпионат и под плей-офф уже набирает нужные победоносные кондиции и, соответственно, будет от игры к игре прибавлять. А УФСИНу много и не надо времени для того, чтобы вернуться в лучшие кондиции, как в прошлом сезоне. Это команда, претендующая на золото. Внимание, еще бросок в ближний угол. Совсем не точно. Попов, ну что, 27 секунд есть у уральца, чтобы провести атаку перед перерывом, но, возможно, ее и не будет, потому что Гайнищев подхватил шайбу, откатился с ней в оборону. Курбанов теперь с игровым снарядом, и УФСИН без проблем может доигрывать первый период. 3-1, разница более чем комфортная с такой игрой. И отправляемся на перерыв. 3-1, через минуту продолжим. Успели перевести дух? А значит, продолжаем. УФСИН ХК Уралец после первых 17 минут. Встречи счет 3-1 в пользу УФСИН. По всем статьям переигрывает налоговая инспекция оппонентов и в движении, и... А какая УФСИН? Ну, все финансовые. А? Ладно. Внимание, бросок поворотами. Вот первый сейв. Рассказываю Ильи. В матче один бросок ровно потребовался уральцу в створ, чтобы отличиться. И этот самый бросок нанес Юльгильдин.
Ну а после этого, так же как и до заброшенной шайбы уральца, доминировал УФСИН. Но знаете, почему еще уралец действует от обороны? И не так много ярких атак мы видим в исполнении коллектива в белых цветах. Все потому, что нет еще одного Галиадора у уральца сегодня на площадке. Ну, по крайней мере, на данный момент мы его не видим. И это, конечно же, Илья Джиганенко, воспитанник Салавата Юлаева. В прошлом году он принимал участие в турнире ветеранов Салавата Юлаева и тоже на турнире был одним из самых ярких представителей своей команды. И более того, в прошлом матче именно Илья Джиганенко принес победу уральцу в противостоянии с Баш. РТС отличился дублем в основное время и после этого отметился победным буллитом. Илью Джиганенко мы тоже все прекрасно знаем по этому сезону, по прошлому сезону. Он является настоящим лидером уральца, и без него команде сегодня туго. Но есть Юльдильдин, который может решить, только нужен момент для Агляма, а моментов-то пока уралец не так много создает, но мы видим разницу в игре у белых по сравнению с первым периодом. Гораздо больше владеют они шайбой и больше атак проводят, что не может не радовать. Черников отправляет игровой снаряд по борду. Кильмухаметов бросает поворотом, и Князев принял выстрел на себя. Так, а шайбу можно перехватить, пока УФСИН отправился на сменку. Астафьев попытался отправить шайбу на пятак, не получилось. Внимание, Кочетков с шайбой и прекрасно отрабатывает на последнем рубеже защитник уральца, и шайба выброшена. А этот самый защитник как раз-таки был Кочетков. И все начинается сначала у УФСИН, но они могут себе это позволить, потому что время работает исключительно на команду в темных цветах, а именно сегодня она является номинальной хозяйкой встречи. И более того, возможно, УФСИН провел ударный первый период, но это точнее невозможно, это точно. И после супер атакующих 17 минут УФСИН откатывается сознательно назад, чтобы поберечь силы и на третий период. Но и все мы прекрасно знаем, что разница в 2 шайбы для хоккея это и не очень-то солидный раз. Внимание, Рассказов не сумел зафиксировать он шайбу, но тем не менее подобрал он ее на льду и в сторону отбросил и сохранил ворота в неприкосновенности, что очень и очень важно для вратаря. Внимание, перехват, а здесь офсайд. Может быть, если Курбатов и дальше продолжит движение в сторону ворот и коснется шайбы, но этого не случилось, и поэтому можно начинать все. Сначала так, Долбань прессингует, и его прессинг дает плоды, потому что Попов у борта шайбу принял. Более того, вторая попытка будет в его исполнении, но красиво и изящно уходит от него Малиевский и отправляет Курбатова в свободный прорыв по свободному льду. Внимание, попытка передачи на пятак, но после череды рикошетов шайба уходит за синюю линию, и ударное звено уральца уходит на пересменку, и не торопятся они как-то со сменкой, а нужно бы это сделать. Аж 3-3 выход. Внимание, бросок по воротам Курбатова, рикошет рядом со штангой проносит шайбы. Внимание, вновь Курбатов за воротами смещается в район пятака с неудобной руки, попытался бросить неудачно, но тем не менее атака продолжается. Еще один наброс в сторону ворот. Мавлеткулов был на пятаке и закрывал обзор Хасанова, но, к большому сожалению для УФСИН, бросок оказался неточным. Внимание, передача на дальнюю штангу, и вновь заварушка на пятаке, и Краснова может выбрасывать шайбу, но ненадолго это сделал, потому что Горбунов синюю линию закрыл, отдал поперечную передачу на противоположный фланг, и Гайнищев не сумел укротить игровой снаряд, и поэтому шайбу вновь доставил назад. А вот и УФСИН вспоминает, как он атаковал в первом периоде и обезвредил уральца. Репш, передача на дальнюю штангу, первый бросок забирает Хасанов, а со вторым броском он не справляется. 4-1. УФСИН делает
серьезную заявку на победу в этом матче. Да, вместе с этим мы прекрасно осознаем, что и 3 шайбы для хоккея это не гарант победы, это не гарант успеха, тем более до конца еще только второго периода 10 минут и 48 секунд, и времени уральца достаточно, чтобы отыграться, но пока мы видим, что без главной ударной силы уральца очень и очень тяжело. И Андрей Горбунов забивает 4-ю шайбу у УФСИН. И это очень и очень серьезно. Ну, кстати, тут же могли уральцы сокращать разрыв в счете. И, внимание, Тагиров, что за кудесик? Шайбы, да похлеще Джиганенко даже он может быть. Какой прорыв. Очередной у него по центру. И только Крестовина спасла ворота уральца от неминуемого гола. Браво! Тагиров, и к слову, именно же Азат Ильдусович стал прародителем первой заброшенной шайбы, когда он сделал все, чтобы оторваться от защитников. Именно он же едва-едва не переиграл Хасанова в бою, и только после этого Горбунов Андрей забросил первую шайбу после добивания. И, внимание, вот он перехват, Матрёнин устремляется к воротам, отдает шайбу на Кильмухаметова. Внимание, Кильмухаметов, бросок по воротам, и Рассказов на месте. И более того, обратите внимание, как хотел сыграть Илья. Прекрасно чувствует моменты. 35-й номер у УФСИН, и он ни в коем случае не хотел останавливать встречу, а тут же попытался отбросить шайбу в сторону от себя, но для пользы безопасности все равно он прижал шайбу ко льду, не стал рисковать, и вбрасывание теперь в зоне. Уральцы подхватывает Малиевский, отдает на Кочеткова, и 2-3. Выход Кочетков, убирает шайбу под неудобную руку, но здесь Хасанов, так, а кто шайбу подберет, подбирает шайбу как раз-таки представители уральца. И 2-3 теперь зеркальная атака, но замешкался с шайбой Айхунов Камиль на дальнем от нас фланге, и вновь УФСИН идет в атаку, несмотря на то, что уралец в большинстве в своем случае действует вторым номером. Мы смело можем назвать игру открытой, потому что уралец не зажимается у своих ворот, стремится при получении шайбы отправиться большими силами в зону УФСИН, и любо-дорого смотреть за таким хоккеем. Вбрасывания не будет, потому что по правилам БХЛ это не предусмотрено, потому что это не хоккей профессионального уровня, это не КХЛ, к слову. У Салавата Юлаева потрясающая серия в континентальной хоккейной лиге. Вчера героически вырвали победу у Спартака, в меньшинстве отыгрались, перевели встречу в серию буллитов и там взяли свое. И, конечно же, одним из главных героев встречи вновь стал Самонов, голкипер Салавата Юлаева. Внимание, наброс на ворота, и здорово вновь ловушкой действует Хасанов, отражая бросок в сторону, но на подборе команды УФСИН. Внимание, бросок, еще один в дальний угол. Нет, не сумел Новохадский переиграть в ближнем бою в очередной раз Алмаза Азатовича. Внимание, еще бросок. И вновь ведь это Новохадский, и вновь к нему шайба возвращается. Но, возможно, поколдовал он своей клюшкой на скамейке запасных, прикрепил магнитик так, чтобы шайба постоянно притягивалась к его крюку, чтобы раз за разом он был с шайбой. Внимание, 2-0, выход, это что-то новенькое, и не стал делиться с шайбой Гайничев под 78-м номером. Увидел дальний угол и голасо 5-1. И неужто замена вратаря в составе уральцев? Да, так оно и есть. И появляется на льду никто иной, как Ахунов Рустем, второй вратарь команды уральц. И мы можем только поаплодировать Хасанову за потрясающий матч. Однозначно, это лучший игрок в составе уральца, во-первых. И во-вторых, даже несмотря на 5 пропущенных шайб, вот я бы лично отдал бы награду лучшего игрока Хасанову.
Алмазу Азатовичу. Потому что Алмаз, как лев в одиночку в большинстве случаев сражался, выдавал вновь фантастические спасения. Это точно не должно пройти стороной или не должна такая игра оставаться в тени. Но посмотрим, что покажет Ахунов Рустем. В прошлом сезоне также голкиперы уральца делили игру поровну, и каждый вдоволь насладится игровым временем. А почему бы и нет? Потому что это только начало чемпионата, регулярка, можно сказать, потому что сезон только начался. Это 4-я игровая неделя для УФСИНа, и почему бы не попробовать всех в игре. И арбитр, информатор на арене также объявил о замене голкипера. И более того, уралец даже в шестером вышел на лед. Арбитр заметил это, и Черников отправился на скамейку. Ну, ничего страшного бывает, потому что все хотят играть, у всех бешеный настрой на игру, и поэтому кто-то порой даже бывает и опережает события, и также появляется на льду. Ну что, замена голкипера. Возможно, это как-то и встряхнет уралец, но пока мы этого не видим, потому что первый бросок по воротам Ахунова заканчивается голом, и Горбунов Андрей Анатольевич забивает, подсторожил он момент на дальней штанге и в касание отправил игровой снаряд в ворота. 6-1, и одна шайба краше другой у УФСИН. И на 90% исход встречи уже решен. И вот другой занимательный момент. Если перед взятием ворот у уральца на льду оказалось 6 игроков, то у УФСИН оказалось 4. Внимание, Матрёнин бросает в ближний угол, рассказывается на месте, и добивание из-за ворот. Внимание, вот она, долгожданная атака уральца. Назад отдает Кильмухаметов. Внимание, заварушка за воротами. Кильмухаметов борется. Шайба отходит Добаню. Внимание, рикошет. Еще один, и гол. 6-2. 6-2. Матрёнин классно добивает шайбу в ворота. И уральц так просто не сдастся, потому что мы в прошлом эпизоде сказали, что игра решена на 90%, а 10% есть еще возможности у уральца вернуться в эту непростую встречу. Браво! Браво! Гости, что бьются до конца, и мы видим цену атаки, и мы видим цену каждого броска в атаке. И недаром в своих репортажах мы говорим, что каждую атаку необходимо завершать броском, потому что это венец всего. Потому что, а вдруг рикошет на пятачке, а вдруг отскок неудачный для обороняющихся, как сейчас это было у УФСИНа, и вторым касанием наносится бросок. 6-2, вынимай, и минус 4, это не 5. 1, и, внимание, еще один опасный момент, и 7-2. Но недолго музыка играл, и теперь Азат Ильдусович Тагиров сам все решает, сам ускорился по флангу, срезал угол, сместился справа от себя офиса в центр и прошивает между ног Рустема Ринатовича. 7-2. И вот что интересно, УФСИН в прошлом сезоне был большим любителем разгромных счетов, да и в этом сезоне тоже они любят это делать, потому что недаром у УФСИН вторая атака в лиге по результативности, и любили они переваливать десятку заброшенных шайб. И вот интересно, десятку-то отгрузят ворота уральцев или же нет, или остановятся на достигнутом и будут внимание уделять больше обороне. Внимание, еще один момент, и не сумел Ахунов закрыть низ, и 8-я шайба ворота УФСИН. И как взрывается малая арена, Уфа-арена, потому что здесь тотальное превосходство болельщиков
Уфсины каждую шайбу заброшенную они встречают тепло, аплодисментами и восторженными криками. И отрадно, что у нас практически на всех матчах в Уфе заполняются трибуны. Да, пока не очень удачно Ахунов вступил в игру. И Нурмавлеткулов забросил 8-ю шайбу. Ворота уральца. И Матрёнин, к слову, автор второй заброшенной шайбы в составе уральцев, тоже набросил в сторону ворот, тоже понадеялся на рикошет, но все под полным контролем у Рассказывай. И вот он, Юльгильдин, вот его техника, вот его скорость, и вот его бросок с кистей. Но на месте Рассказов не удалось, как в первом периоде, Агляму верхом нанести бросок, но проверил, все ли в порядке с домиком у Ильи. И остается 6 секунд до конца второго периода. И, судя по всему, это вбрасывание даже не будет, так что не успеют его произвести. Они успели вбрасывание произвести, но до броска дело не дошло. Второй период окончен, 8-2, впереди Уфсин. Что вы говорили? Продолжаем разговор. Третий период. Уфсин Уралец 8-2 в пользу Уфсин. Во втором периоде начал я говорить, что против уральца действует налоговая инспекция, за что я приношу свои глубочайшие извинения, потому что действительно я оказался неправ. И Уфсин расшифровывается как Федеральная служба исполнения наказаний. Еще раз прошу прощения за оговорку и впредь обещаю так не ошибаться. Но зато в счете мы не ошибаемся. И то, что третий период стартовал, тоже здесь нет в этом ошибки. И интересно будет посмотреть, как Уральц проведет финальные 17 игровых минут на льду. Ринутся они всей пятеркой в атаку, чтобы отыграть большую разницу, или же рисунок игры сохранится и Уфсин спокойно доведет дело до конца. В этом нам как раз таки поможет третий период. Тагиров, один из главных героев Уфсин в этом матче, который отвечает за солнечную погоду впереди у Уфсин, и именно он своими прорывами опаснейшими кошмарит оборонительные редуты уральцы. Везде он поспевает, и вот ускорение Азата Ильдусовича. Во фланг он устремляется, режет угол, уходит за ворота, поднимает Зорич, как можно сделать передачу, находит Муфтахуддинов. Внимание, еще один наброс на ворота. Тагиров, мягкий навес в район пятачка, и выбрасывают шайбу вновь уральцы, но недалеко, потому что синяя линия закрыта игроками Уфсина, и можно только так отброситься высоким парашютиком в исполнении Матрёнина. Выбросил шайбу и спокойно ушел на смену. А знаете, чего еще не хватает в нашем матче сегодня? И хотелось бы, чтобы этого не было у нас, так это удаление. Внимание, опаснейший момент, и арбитр уверенно показывает
правой рукой в район ворот, потому что это очередной шедевр в исполнении УФСИН. 9-2. 9-2, и это тотальный разгром. Еще ни одного спасения не совершил в этой дуэли Рустем Ринатович, но то ли еще будет. И ни в одной шайбе нельзя упрекнуть второго голкипера уральца, потому что практически всегда он остается в одиночестве с проблемами. И Андрей Горбунов забросил очередную шайбу в ворота уральцы. Начал я говорить, что Ахунов в большинстве случаев остается один. Так оно и есть, потому что УФСИН переигрывает уральца абсолютно по всем статьям. И не хватает движения уральцу. И вот он сейф Ахунова. Не сумел переиграть его Курбанов. Григорий из-за ворот выкатился он с неудобной руки. Бросил поворотом, но это даже не совсем и бросок был, это скорее даже тычок был в сторону ворот. Авось зайдет, но Рустема Ринатовича так просто не переиграешь. И вбрасывание очередное выигрывает УФСИН. И, так вот, продолжим мы свою мысль. Радует то, что удалений в этом матче у нас нет. Команды с огромным уважением относятся друг к другу, потому что не первый сезон друг друга знают, и далеко это не первое противостояние их друг с другом, поэтому аккуратно, вежливо хоккеисты играют, получают удовольствие от игры, и арбитры тоже, потому что видно, как они с улыбкой общаются друг с другом, с игроками, и здорово, когда такой праздник царит у нас на малой арене Уфа-арена. Внимание, ошибка, но и УФСИН тоже уже не идет, сломя голову вперед, потому что когда команда делает комфортную разницу в начале матча, в середине, и когда третий период можно доиграть спокойно, то, конечно, команда это делает, потому что бытует и такое мнение среди спортсменов, что лучше выложиться в начале матча, чтобы конец матча провести спокойно, и уже можно даже где-то и готовиться к следующей игре, держа в уме определенные турнирные расклады. А УФСИН там на втором месте и будет бороться за первое. И спрашивали мы во втором периоде, добьет ли УФСИН сегодня до 10-й заброшенной шайбы. И вот он ответ. Андрей Кочетков забивает 10-ю шайбу в ворота уральцы. И как празднуют успех хоккеиста УФСИНа. Будто не 10-2 счет, а будто 2-1. И до конца матча остается минута. И вот они, эмоции настоящие, искренние, неподдельные. И любо-дорого за такими эмоциями смотреть. Ровно так же можно сказать и про уралец, потому что когда забросили вторую шайбу, они тоже отпраздновали успех, как полагается, потому что на первом месте, конечно же, удовольствие от хоккея на любительском уровне. Да и уральцу особо горевать по поражению точно не нужно. Внимание, бросок по воротам от уральца, и выше ворот проходит она. И, внимание, Курбатов на фланге. Не успеет он убежать от Матрёнина, а лучше отдаст передачу на Гайнищева. И, внимание, Матрёнин. Нет, не ускользнет он от оппонента, зато это сможет сделать Юльгильдин. Внимание, за ворота уходит пустой угол. Видит он и хотел сделать передачу Аглям на Матрёнина, но перекрыт был пятачок, и более того не сумел Гайнулин закрыть синюю линию, и шайба покидает зону и вновь разгоняет свою атаку очередную УФСИН. Ох, сколько же атак таких быстрых, напористых, и сколько шайб заброшенных сегодня в матчах. Это просто фантастика. И Столовин Евгений дождался передачи на дальней штанге, и сумел он отправить шайбу мимо Ахунова Рустема. 11-2.
в этой дуэли практически все решено. Отрадно, что башкирская хоккейная лига выходит на новый уровень. В официальной группе в Телеграме анонсированы приятные сувениры для болельщиков. И вскоре они появятся в продаже. Еще бросок по воротам. И вот он, супер сейф от Рустема Ахунова. Сумел он переиграть Тагирова. И, внимание, еще один бросок по воротам. И вновь на месте. Рустем Ринатович намертво забрал шайбу и не позволил оппоненту сыграть на добивание. Продолжу свою мысль про сувениры, что скоро появятся они в продаже. Отрадно, что башкирская хоккейная лига также работает и над брендом. Потому что это большой турнир, большие команды здесь собраны. Здесь не просто даже любители с коробки, которые дворовых, а здесь большинство хоккеистов со школы Салавата Юлаева, которые до сих пор демонстрируют высочайший уровень хоккея. И, внимание, Кочетков обокрал аккуратно сзади он Ахунова Камиля и Галаса Новохадского. Ох, сколько же сегодня он бросал по воротам. Хасану не так много забил. И сейчас самую девятину отправил шайбу. И если бы там ютился паучок на паутинке, то шайбу непременно бы лишился своего домика. Потому что это настоящий шедевр. И 12-2 УФСИН делает громкую заявку, пожалуй, на самую разгромную победу в этом сезоне. Потому что не припомню, чтобы 12 шайб было забито в одном матче. И то ли еще будет. И, внимание, браво, Ахунов! Браво, Ахунов Рустем. И очередное спасение он совершает. Ну, посмотрите еще раз, как легко проходят нападающие УФСИНов. Вперед и... И замена вратаря у команды Уралец и Гореев занимают позицию в воротах. И более того, это не просто вратарь, а это ведь еще и капитан команды. И зеленый у него свитер полевой на нем. И классно, что 3 вратаря задействованы у уральца в одном матче. Нередко такое увидишь. Вот, например, у УФСИН один голкипер в заявке на сегодняшнюю встречу. Илья Рассказов, независимо от того, как сыграет в матче, он получает полный матч. И в этом тоже есть своя прелесть, когда голкиперы меняются по матчу. Почему бы и нет, когда голкипер может насладиться всем игровым временем. Но опять же, на вкус и на цвет, как говорится, товарищи. Нет, кто-то любит, например, играть каждый матч, но не весь, а, например, половину или так, как это делают голкиперы. Уральцы, Хасанов, Ахунов, Гореев. В этом тоже есть своя прелесть. Внимание, Астафьев. Нет, не Стас Кистей бросать, а наоборот подождал, когда Черников подъедет в зону соперника и отдаст ему передачу. Так и поступили уральцы. И в очередной раз теряет равновесие Ведерников Сергей. И как упал, так и быстро поднялся. А это, к слову, как в мини-футболе. Происходит пересменка у УФСИНа. В футзале такое можно увидеть, когда мяч оставляет игрок в поле и быстро уходит на замену. Так и игроки УФСИНа сейчас поступили. Оставили шайбу в поле и
ушли на пересменку. Гореев уже в работе. Первый бросок по воротам был нанесен. Мимо прошла шайба, и капитан уральца в игре также с первых секунд своего появления на льду. И УФСИН начинает вновь размашистую атаку. Вновь закрепляются они в зоне уральца. Внимание, передача в район пятака. Столовин смотрит, кому можно сделать передачу. В итоге на кратке разыгрывают игроки УФСИНа. Внимание, пас на дальний угол. И Попов потерял равновесие. Не сумел он укротить шайбу. Внимание, бросок в дальний угол. Неточный от Муфтахуддинова. Внимание, попытка, не пытка. Его давай второй бросок по воротам. И на месте Гореев. Справляется он с этим выстрелом. И, внимание, но опять же игроки уральцы не сумели вывести шайбу из зоны. И спокойно уходят на пересменку. А игроки УФСИНа тоже вежливо ждут, пока все сменяются. Ну что, выход 1-0. Давай шайбу престижа. Огляби. Ух, как красиво хотел он сыграть в стиле Кучерова. Из НХЛ под себя убрал он игровой снаряд и бросил по воротам, но на месте расказ встречная атака. УФСИН. Репш отдал передачу во фланг, и 2 минуты 50 секунд остается у нас до конца матча уже, можно сказать, потому что вряд ли уралец за 2,5 минуты отыграет 10 шайб. И, внимание, будет ли здесь бросок? Нет, до нервного разыгрывают игроки УФСИН. И 13-2. Гол забивает Тагиров от синей линии. И был очень близок к спасению Гореев. И здорово он расстелился. И здорово он щиток выбросил в сторону шайбы, но миллиметров не хватило для спасения. Но здесь, конечно же, высочайшее мастерство Тагирова Азата, который умеет практически все, как и Аглям Юльгильдин. И 13-2. Можно уже потихоньку поздравлять УФСИН с победой. Тем более последние 2 минуты. Ах, накаркал я. Ждал я, что не будет удалений в этом матче. И в итоге за минуту 40 за подножку отправится игрок УФСИН на скамейку штрафников. И Князев Андрей это будет, а почему бы и нет? Когда можно отметиться везде, и в заброшенной шайбе, и в голевой передаче. И также можно отправиться еще и на скамейку штрафников. Не просто же их так поставили, их тоже нужно изучить. Но главное, чтобы много не было этого. Минута до конца. И разгоняется Астафьев Евгений. По центру входит он. Ну что, третью шайбу забьет уралец. Получится ли уйти, громко хлопнув дверью? Внимание, перевод на пятачок. И неточный это пас. И необходимо начинать все сначала. Черников получает шайбу. И отправляется он в зону оппонента. 3 в 3 здесь выход получается, потому что Кочетков остался у ворот. Рассказываю, не стал уходить в прессинг, а на всякий случай вместе с голкипером занял ворота. Внимание, еще один бросок в дальний угол. 15 секунд остается до конца третьего периода. Нужен еще бросок в исполнении уральцев. Вот он бросок. И вот оно спасение Рассказова. И еще бросок, и вновь Рассказов. Двойной подряд сейв совершает Илья Алексеевич. И это просто фантастика. Красиво уходит УФСИН с победой. Ну а мы благодарим уралец за игру и благодарим за то, что абсолютно все хоккеисты получили игровое время. Это тоже было красиво. Браво! Спасибо командам за красивый хоккей. И никуда не расходимся. Хоккейный вечер только начинается. С победой! Еще раз поздравим УФСИН!
Стоп, сейчас будет.